Назрановская крепость – один из пунктов туристического маршрута «Назрань историческая». Подобных сооружений XIX века на Северном Кавказе сохранилось всего два. Это каменное сооружение многие жители республики видели не один раз. Однако не каждый знает, как много интересных исторических фактов связано с ней. Когда об удивительных событиях, происходивших здесь много лет назад, рассказывает гид-экскурсовод, на крепость начинаешь смотреть совсем другими глазами. Достаточно услышать историю о нападении войск Магомеда Хаджи. Его войска шли на Кабарду, и его войско здесь остановилось и причинило вред женщине и убили собаку. И это не стерпели назрановцы, и таким образом они их избили и прогнали. После этого, как Магомед Хаджи узнал об этом, он со своим войском, войско было очень большое, и говорится, по историческим данным говорится, что среди его войска негде было упасть шапки. Настолько большое и плотное было это войско. Для сражения длилось около 2-3 дней. В итоге Магомед Хаджи вынужден был отступить. Назрановцы не были покорены. Назрановцы защищали крепость от имама Шамиля 3 раза, и столько же враг терпел поражение. Крепость играла стратегическую роль за счет того, что была возведена на возвышенности и тем самым давала преимущество в сражениях. Врагам приходилось подниматься вверх, чтобы напасть, но назрановцы переходили в атаку, прежде чем они достигнут стен крепости. Отсюда воины хорошо видели каждый шаг неприятеля. Большинство туристов, которые сюда приезжают, они удивляются, почему ингуши, почему защитники этой крепости могли так долго сохранять веру в себя, потому что без веры в себя люди не могут так быстро, так долго защищать одну и ту же крепость несколько раз. То есть, если они на них нападут один раз, и они подумают, что крепость уже была атакована, то есть в следующий раз они могут их захватить, то есть таких ощущений у них не было. То есть они были полностью уверены в своей защите.